Ну что, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы готовимся к ледовым гонкам. Моя машина Toyota Corolla FX, она пока заморожена и мотор перебирается, так как в прошлом году меня застрелили все клапана, точнее загнуло. Открутился шкив во время заезда, скорость была около 80-100 км в час, без поворота выходила. Шкив открутился и, соответственно, все клапана загнуло. Так вот, мой друг из команды ехал на Тойоте тоже. Все нормально, но она среднячковая, то есть не сильно такая мощная, не сильно заряженная была, но подготовленная. Мы ее продали и приобрели Honda в кузове ЕК-9. Вот. Приобрели в Владивостоке. Кузов только, без трансмиссии, без мотора. Сейчас мы нашли в закромах у наших друзей, спортсменов, мотор. Правда, годовалость около 12 лет. Немножко покрылся плесенью. Вот. И мы его сейчас восстанавливаем. Своеобразная у нас реконструкция такая, восстановление, что мы обычно не делаем. Мы берем обычно контрактные моторы, но так как сейчас все в цене поднялось, мы ищем, скажем так, полезные ископаемые в разных местах и собираем, чтобы был запас и тому подобное. Вот. Ну, начну с того, что мы мотор уже вчера разобрали, я не успел снять, камеры с собой не было, сегодня я камеру взял. Мотор мы уже отмыли, но фотографии я приложу к этому, какому состоянии был в глинистом таком, скажем, потому уже мир свой развивался в этом моторе, моторный какой-то. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую, как у нас обстоят дела. Значит, вот мотор B16A, это внутри мотор, все цилиндры практически в зеркале, задиров нету, очень хорошее состояние. Ну, это мы уже отмыли, блок алюминиевый. И вот пробую тут немножко пошоркать так слегонца, так для вида, скажем. Но видите, можете соления-моления вот такие, ржавчины такие, которые прямо вот. Но это все делается и аккуратненько восстанавливается. Собственно, ГБЦ, это вот так как она выглядит. Но по сравнению с Toyota, пружинки на клапана довольно-таки мощные. То есть уже изначально стандартный мотор Honda, он уже более усиленный. Это мое предположение, ну, в смысле, это мое мнение личное. Вот. В таком состоянии, ну, крышка клапанная, валы, прокладка, ничего такая, вроде не похожа на китайскую, но в неплохом состоянии. И, конечно же, там другие навесные приборы, но они уже все не бесхозные. Это вот впускной коллектор, выпускной коллектор, он прям чугунный, как будто от ЗИЛа. Весит очень много. Вот, значит, будем все отмывать, восстанавливать, сломанные, скажем, под износ запчасти заменим новыми, что-то закажем, что-то здесь есть у нас, все шланчики ссохшиеся. Ну, представляете, да, столько времени в гараже. Ну, вот так вот выглядит блок ГБЦ, блок B16A. Вот, значит, поддон тут немножко дырявый, можно так сказать, залатан какой-то жижею, герметиком, наверное, каким-нибудь или еще чем-то, понятия не имею в то время, что они там делали. А так в основном состояние хорошее, то есть мотор с легкой разобрался, удивительно. Ну, у нас, знаете, условия для хранения техники очень хорошие, у нас сухой климат, поэтому, в принципе, у нас сильно коррозии нету. Это я просто побрызгал профама, отнес на мойку, парни отбили, спасибо им за это. Вот так выглядит сцепление. Мы его не смогли сначала отсоединить, оно слоится. Сцепление, кстати, Эксиди. В таком состоянии древнегреческом. Но прикольно. Очень прикольно. В планах, конечно же, хочется поставить побольше валы, какие-нибудь сканк, еще что-нибудь там, разновидностей много. Вот. Ну и, конечно же, там кованую поршневую группу.
Вот. И чтобы так уверенно ехать, чтобы можно было убавлять точнее, чтобы смесь повыше была такая. Хотим ехать на высокооктановом топливе, еще не знаю на каком. На авиационке ездили в прошлом году, но мотор слушает конкретно. Ну, конкретно авиационный бензин. Вот. И, собственно, продолжаем. Вот, значит, так выглядит авиационное топливо, на котором гоняем Авгаз. Так оно выглядит. Бочками берем. Бочка стоит в районе 30 тысяч рублей. Что не сделаешь для автоспорта. Значит, здесь моя Toyota разобранная по кусочкам. ГБЦ вторая лежит. Коробка шестиступая, стоковая, не тюненная. Стандартные стойки, у меня там 6 стоят сейчас спортивные. Валы, вот они лежат мои новенькие. Тода 288 с разрезными шестерями. Выпускной коллектор 421 модный. Что еще? Ну и там навесуха, поршня мертвые. Так, на зип, там скажем, ну и по проводочке, там по датчикам тоже в коробках. Собственно, вот такие вот вещи. Вот в таком квадрате машина. Ну и вообще, как бы мы сами заморачиваемся по поводу того, что реставрируем моторы, находим, потому что, ну, по минимуму хочется, конечно, в автоспорте нельзя по минимуму, все равно так или иначе придется вкладывать, что в кишечную моторную, что, скажем, там, наружную. Но как ZIP и вообще как первый мотор, и уже в будущем, если спонсоры привлекутся, они привлекаются во время соревнований или за неделю, когда уже ты не сможешь заказать запчасти, это будет основой, скажем, доработать, что-то еще сделать. Ну, такой своеобразный рост параллельно с машиной. Так всегда было, и неоднократно со мной это случилось. Потому что я в автоспорте уже около 10 лет, начиная с Лады Стандарт Жигули, 1,5-литровый карбюраторный. Там особо доработок не было, там все по регламенту. Класс Лада Стандарт, там все стандартно, кроме коробки передач. Коробка передач 7-й ряд, это поисковая, без кулака. Шины шипованные, 14 колесо, каркас и, собственно, все, и карбюраторный мотор. Если сильно не доработаешь его, конечно, жаклерами там, и тому подобное можно, но стандартный карбюратор по зазорам. Вот так вот. И в продолжении, конечно же, будет дальше рассказ, как мы ее собираем. Постараюсь все максимум показать, потому что я думаю, это интересно. Наша жизнь, как это все происходит, дни, ночи, не во время соревнований. Думал, решался, интересно будет или нет. Но все-таки, мне кажется, частично зайдет. Почему бы и нет, это же видеоархив.